Дорогие друзья, сегодня мы будем говорить про огурцы. Это самый популярный овощ на столе каждого якутянина. Поможет нам разобраться в этой, казалось бы, простой, но в то же время довольно сложной теме наша огородница Людмила Иннокентьевна Иванова. Мы у нее в гостях на ее прекрасной, уютной даче. Людмила Иннокентьевна, здравствуйте. Здравствуйте. Ну что, вы рассказывали о том, что вы у нас еще и экспериментатор, конечно же. В принципе, любой дачник наверняка это любит вот, экспериментировать. да. Ага. Расскажите, как вы экспериментируете? Вот здесь у вас почему-то огурчики Это почти у меня на огурцы, земле. Они называются французский корнишон. То есть они совсем маленькие плоды Они будут, должны да? быть совсем маленькие. Но я весной, когда сюда, огурцы, бахчевые и так далее, я сажаю здесь на даче. Я в первых числах мая сюда выезжаю и сажаю в теплице свои вот эти вот бахчевые эти огурцы, рассаду. И вот у меня рассада осталась французского корнишона. И вот я его сюда посадила. Это значит, вот если здесь посмотреть, да, они у меня, вот это вот прошлогодняя трава, листья, это все вот в кучу собрала. Так. Вот внизу, Угу. ага, и сверху вот, вот одну тачку земли сюда положила. Примерно распределила. у вас грядка, она где-то 1,5 метра или метр на метр. Да, она маленькая. Тут, То есть вот она круглого такого, ага, так и сказать, вот на стоге форма сена они кругленькая. растут, как будто бы. Трава, сверху земля. Сверху земля. Ага. Балбахи вы туда добавляли? Ну, навоз. как положено, да. То есть трава, навоз и земля. Нет, эта земля у меня состоит из разных количеств. Там эти перегной, чернозем, потом своя земля. И вот это вот все здесь. И в лунку я положила куряк. Потом тут где-то штуки 6 рассады сидят. Ну, я думала, они не вырастут, но они выросли. Угу. Здорово. То есть вы в первый раз попробовали, да? Первый раз рассаду вы попробовала. сами Рассаду сама посадила. Угу. Ну, Примерно в какое время вы посадили? Это тоже очень важный момент, потому что мы проживаем в в этом Якутии. году я поздно посадила. Ну, Поздно это как? Ух ты, вот он и урожай. Это корнишон? Он такой огромный? Ну, он почему-то такой вырос. Но это не корнишон. Может быть, Это вы, не корнишон, ошиблись. но рассада-то на этикетке написано было французский корнишон. Но будем верить, что корнишон вот примерно такого размера. Похоже на, допустим, я не знаю, Машенька или что там еще, Герман сорт. Значит, вы посадили рассаду в апреле. После 10 июня. А рассаду я посадила, где-то 10 мая, наверное, вот тут в теплице. То есть после праздников вы занялись посадками, посадили французский корнишон в том числе. А на улице сколько вы посадили семечек? 2 семечка, 3? Ну, в упаковке там было сколько? Не знаю, сколько. Не 2, И вы не все 3. посадили? Ну, То есть у вас очень много, да, получается, по участку этих? Ну, кучек огурцы вот я вот сажаю вот в теплице, и на улице тоже. У меня же народу много, любят все огурцы. Да, потом я еще... их на зиму заготавливаю. Да, засаливаете, конечно. И вот у нас здесь сколько кустиков вы посадили? Здесь у меня где-то рассада осталась, мне их было выбрасывать жалко, поэтому сюда посадила. Ну, штуки 6. Штуки 6, это вот они уместились вот на такой маленькой площади, да, и очень даже ничего выросли, метр. потому что я уже отсюда их собирала и банки закатала, 3 банки. Вы укрывали их как-то Ну, весной поначалу? укрывала, да. Тут у меня железные дуги же стоят, вот это вот. Я весной их постоянно укрывала, а сейчас уже не укрываю, а осенью... перед заморозками, наверное, уберу. Так, вот вы почву подготовили таким вот образом. То есть мы сказали, у нас внизу трава, сверху у нас земля, а балбахи есть? Плодородная земля. Она плодородная уже, да? То есть она с перегноем, уже там перегноя много. Но потом, когда я их подкармливаю, тут их все-таки их 6 штук, поэтому я тут рассчитываю это вот минеральное удобрение, я рассчитываю на 6 кустиков. Давай заглянем вот сюда вот. Так, у нас вот одна плеть
Вот Мгм. она. То есть, Ну, смотрите, она уже вот, ой, она там цепляется Цепляться за своими траву, да. усиками. А вон, Я посмотрите, просто, ну, какие у нас урожаи. Вот там внутри. я, ну вот, чтобы они дальше не ушли, я тут точку роста отщипываю и все. Ага. А грядка, смотрите, как оформлена. Это обычная плитка, то есть остатки от Да, ремонтных ну, работ чтобы она не каких-то. расползлась. Да, и то есть вот смотрите, чтобы вода у нас как-то находилась в самой грядке, а не уходила куда-то за ее пределы. То есть можно оформить обыкновенно грядку вот таким вот образом. Да. И вы ее сделали сами или вам Сами помогали? с мужем сделали. с мужем. Прекрасно. Ну, Значит, поливаю так же часто, как и огурцы вот в теплице, да. в теплице. Но тут тоже воду рассчитываем на 6 кустиков. Но Хорошо. Я, правда, лью, ну, 2 У многих лейки. возникает вопрос еще, как правильно прищипнуть и вообще вот Ну, когда в пошел этом основной случае- ствол, расскажите, вот сколько нужно, какие листы оставлять, какие листы убирать. Нет, Когда они ну, только-только здесь я начали вообще расти. ничего не убираю. Я здесь отщипываю вот эти вот точки роста. Ага, точку роста мы Ага, убрали. чтобы они Вот. дальше не шли, Еще и потом раз, вот здесь они отщипните, самотеком вот покажите, сами. как, Да. как правильно Ну, вот отщипнуть. эту вот только вот так вот отрываю. Ага. раз. И все. И Вот дальше, это точка роста. да. А вот здесь вот уже маленький плодик будет Да, расти, да? она вырастет. да. Мгм. Посмотрите, вот сколько. И нисколько они, да, плоды, посмотрите, они такие ярко-зеленые, они, в общем-то, солнышко. Вкуснее, чем да, в теплице, по-моему. Ну да, потому что они, видимо, от того, что они растут, ну, практически на земле, да? Вот. А вы их как-то не подвязываете нигде, Нет, не никак? То есть, подвязываю. посмотрите, они вот без... По земле стелются. Да, абсолютно стелятся по земле, и при этом они плодоносят. Дорогие друзья, берите этот способ высадки огурцов, французский корнишон в данном случае, себе Много на места не вооружение. занимает, ну, где-то. И вот этот вот сток на будущем в этом стоке. Дорогие можно друзья, разворачиваемся. Вот посмотрите, сток сена вот здесь вот. Да, это вся трава, которая скошена на участке. Да? посадить. Мгм. Вот. И в следующем году вот Можно здесь на посадить. этом стажке появится новая грядка, примерно такая. И здесь можно посадить, может быть, новый сорт, да, какой-то? Мгм. Планируете? Ну, можно кабачки вот так вот таким. Это я все в Ютубе подглядываю. Мгм, Ну, здорово. можно, ага. А скажите, вот листья какие сюда? Это трава скошенная. Вот здесь вы добавили вот то, что лишний у Да, нас ага. листик от Ну, вот огурца. тут цветы. Какие-то вот это, цветы. Что еще вы сюда да. добавляете? Нет, больше ничего. Так, Ну, со двора. Помидорную траву можно сюда? Помидорную класть? траву я туда, у меня там есть Нельзя это, класть помидорную. компостная слышала, куча есть. Что она какая-то не очень хороша Ну, для говорят, именно... кислоту выделяет. Да, выделяет говорят, очень при какие-то гниении. яды. Мгм. То есть можно это все прогуглить, узнать. И, в принципе, ну, мое твердое убеждение, что помидорная ботва, она единственное может где помочь, это помочь отпугнуть вредителей от кустов каких-то, ну, допустим, смородины или малины. То есть я закладываю свои огрызки, или, как сказать, ненужные листики от помидоров под вот эти вот кусты. Давайте пройдемте в теплицу и покажите еще, где вы сажали свои помидоры. Ну, там еще бочки посадила. там Пойдемте, уличные, посмотрим. пройдемте, дорогие друзья, вперед за нашей огородницей. Аккуратненько здесь вот обойдем нашу грядочку. И вот мы шагаем. Посмотрите, обратите внимание, какой чудесный огород у нашей героини. Вложено очень много труда, но посмотрите, все это радует глаз. Это удивительно, это здорово и просто вдохновляюще для многих, Вот для у меня многих еще огородников. огурцы. Вот еще огурчики. Они- Я думала, это какой-то декоративный вообще. Нет, это у в вас бочки вкус. я их посадила. Так, бочки. Вот старой бочкой. вот Старая это. бочка Ой. разрезана напополам, да, Нет, видимо? нет, она Прям не разрезана. полностью? Она цельностью стоит, Так, потому что она 200-литровая бочка. Да. Внизу что у нас? внизу вот ветки эти вот Опилки? Нет, вот эти вот старые ветки от дерев, ну вот От берез? да, вот весной. А вот можно лиственничные какие-то? Нельзя, наверное, да? можно все туда. Так. Это листья, ветки. Весной, когда тут в участке убираемся,
вот такой вот сток собирается же. Мгм. Это некоторые люди их берут и выбрасывают на улицу. Так. Ну, со двора ничего не должно выходить. Так, да, Я да, так да, считаю, да, ага. да. Ага, и это... И сжигать это тоже и пожароопасная сжигать у нас опасно. ситуация. Я их всегда, вот эти поэтому вот сюда в бочку положила. прекрасный, И вот, прекрасный да. способ использования вот И этого потом мусора. где-то вот до сюда вот это вот, ну, наполовину, наверное. Вот до сюда, вот где-то до половины. Да, я 50 это вот, сантиметров ага, этого старый мусора. этого мусора. Потом землю я положила из своей кучки. То есть, получается, земля тоже удобренная хорошо, да? То есть с, Ага, вот они у меня тоже неплохо перегноем. растут. Вот, вот. это что опять. за сорт? Ну, вот это вот французский корнишон. же у меня. А, опять-таки французский корнишон. Да, он... Ой, ну вы такая любительница. Посмотрите, но Нет, мне француз- кажется, на земле, посмотрите, обратите внимание, вот здесь на бочечке он такой вот немножечко белесый. Ну, такой блондин Не, наполовину. на бочке-то А они тоже на неплохо земле растут. они, да? Они тоже не все неплохо такие, да? растут. Да? Вот тут вот дуги тоже есть. Ну, да, пахнет чтоб, прямо ну, огурцом, никакой вот, не ага. Франции. Ага. Ну, здорово. Но они такие огромные, посмотрите-ка. они, да. Корнишон, они же обычно меньше по размеру. Вот они должны быть Ну, такой такие, я не колюченький. знаю. Мгм. Не знаю, Из почему. него хорошо получаются заготовки. Правда? да? Ага, я заготавливала уже, вот сейчас еще собираюсь собирать. Так, и вот тут вот у меня тоже вот уличные огурцы. Так. Это тундра. Это уже сорт тундра. А можем показать плоды, если есть ли они плоды, чтобы сравнить Плоды с французским должны быть. корнишоном? А вот я вижу, Это да. точно тундра. Так. И вот тундра. сравните, вот она. вот. Посмотрите, ну, совсем разные сорта. Ведь посмотрите, если рядышком поставить, французский корнишон он очень такой большой, мясистый, да? А по вкусу Перезрелые они, по-моему. даже перезрелый, наверное. Я тоже так Ай. подозреваю. А вот этот вот... Вот это тундра. Мгм. Сколько примерно с одного, вот, допустим, с вашей бочечки, сколько там посажено у нас французского, так Бочечки сказать, у меня корнишона? посажено так, 4, где-то... наверное, да? Нет, больше. 5 штук 5 или штук, 6. 5 или Да. 6. И Ага. примерно сколько вы собираете урожая, ну, ежедневно сейчас? Ну, ежедневно я не собираю, я один раз в неделю собираю. Мгм. Ну, где-то по ведерочку, Ага. наверное, да? Ну, потом дети, когда приходят, они собирают и берут с собой. Ясно, А да. потом Угощаете. то, что остается, я На консервирую. консервацию отправляете. Ага. А тундра у нас сколько? И листья, посмотрите, обратите внимание, вот рядышком два сорта совершенно, да? У корнишона какой лист огромный такой вот, а у тундры немножко поменьше и более такая темная листва, да? Какая разница между ними вот в уходе? Разницы я что-то не заметила никакой. Ну, так же, как Чем я вы говорю. подкармливали за сезон? Вот давайте расскажем нашим телезрителям. Вы ну вот посадили саженцы, огурцы. 6 штук в Ага. бочку. Так, Огурцы очень прожорливые. так. Их что надо они едят? почаще подкармливать, чем помидоры. Так. Ага, ну раз в 10 лет или 10 дней, 10 или в неделю один раз. Но обязательно они требуют азот, фосфор, калий. Но азота должно быть много. Поэтому они, когда мы убираем, мы когда берем вот это вот, снимаем, да, мы убираем листик. Ну вот, убираем же вот этот вот отработанный лист, убираем же. Мгм. Ага, поэтому ему надо еще новый листик нарастить, поэтому азота он очень много кушает. Очень поэтому много каждый требует. раз нужно вот эти вот... Вы как, разводите в воде его? Или Нет, подсыпаете я не, гранулы? азофоску я покупаю обычно. Мгм, Или вот идеал покупаю. мгм. Ну вот, идеал и удобрения, говорят, обычно надо чередовать. Один раз минеральным, а другой раз органическим. Органическим. Мгм. Органическим это даже может быть, например, конский навоз Да. и настоянный треть конского навоза, затем различная там трава, которую вы найдете у себя на огороде, ну, на своем участке, и сверху водичка. Все это должно постоять, попреть где-то недельки-две, да? И это тоже хорошее удобрение органическое. Это Я очень правильно хорошо. говорю? Да. Ну, трава там должно, обычно ложат одуванчики, крапивы, они говорят очень витаминные. Мгм. Ну, И сейчас, кстати, растет очень много различных растений. Это Иван-чай. и иван-чай, это и тысячелистник у нас, это и желтенькие вот эти вот пуговки, как они называются, я забыла. Ну, растение вот все знают, очень красивое, яркое такое вот, пижма, Ага, да? ага. То есть тоже можно ведь
заложить и использовать как удобрение, правда ведь? Они выделяют очень много лекарственных различных, ну, масел Газов. каких-то, да, Ага. каких-то микроэлементов, да. И все это обогащает нашу почву, и все это работает на наш прекрасный урожай, дорогие друзья. Ну что, мы посмотрели, вот как растут у нас в бочках. Кстати, они опять-таки без шпалер, да, вот, то есть мы Ага, никуда вы не да. подвязываете их. Ну, они Ага. вниз падают. Ну, Просто тут и- падают вниз. А тут скажите, дуги есть, и чтобы сразу на землю не падали, я тут их веревкой. вы немножечко веревочкой подвязали, да? Да. А сколько на одной плете должно быть, как сказать, ответвлений? Уличные я так уж не контролирую. От основной плети, дорогие друзья, ну как говорят, да, вот одна плеть Это мы в теплице высаживаем. их можно контролировать, а на улице мне как-то трудновато их контролировать. Я просто подхожу, и то, что сильно длинное, вот так вот точки, То есть точку роста вы убираете. точку роста убираем. Мгм. А вы не выдергиваете усики там, не подрезаете Ну, листики усики лишние? подрезает и так далее. Это у меня муж. Понятно. То есть специалист наш Он- сегодня отсутствует. Да, он любит утром Понятно. рано встает и выходит и обходит все. Ну, дорогие друзья, в общем, по огурцам наверняка все понятно, многие выращивают, но, может быть, кто-то действительно сегодня заинтересуется сортами такими интересными, как французский корнишон и сорт тундра. Ну, а сейчас мы, дорогие друзья, переходим к очень интересным растениям, которые называются тыква. Давайте поговорим про тыкву. Людмила Иннокентьевна сажает тыквы в Первый раз. год. В этом году что я... это за сорт? Как вы сажали? Ну, в этом году... Ну, знаете, такое у нас одна дачница есть, Галина Васильевна, и вот мы зимой как-то к ней сходили в гости, и вот она нас угостила жаркоем. Жаркое с тыквой, с тыквой. Да? Из тыквы. Ой, Так. это жаркое у меня до сих пор из головы не выходит, вкус этот не уходит. Ага. И я решила в этом И вы году... влюбились в Да, тыкву. и в этом году я решила тыкву посадить. И попробовать приготовить Ага. это жаркое самой. Ага, и вот тыкву, у нас же лето короткое, поэтому я тыкву купила скороспелую. Так. Она называется «Улыбка», и вот эта желтенькая. И это, ну, в августе уже можно пробовать. Там Обратите внимание, вот написано- смотрите, Ну, у что нас это? грядочка невысокая. Но грядка это вот на земле стоит. Она теплая. Давайте расскажем, как вы подготовили грядку. Ну, вот эта грядка вот специально подготовленная для тыквы, точно так же теплая, там листья, Трава еще раз, трава, листья, самый нижний слой. да, нижний слой, потом идет балбах, А потом какой именно, коровье или лошадиный? коровье, Коровье, ага, так. Ну, потом примерно земля. сколько его нужно закласть вот на эту траву? Ну, Примерно она как? оседает. Мгм. Поэтому Ну, я первый когда раз мы первый раз, когда рассыпали, допустим. рассыпали, это почти полная грядка. И сверху землю. Ага, потом она оседает, и земля давит, и она вообще его там, ну вот, когда Он копаешь, прессуется как бы. вот прессуется, и это. он Ну, становится примерно вот такой. сколько, вот свежий навоз, примерно сколько мы? 20 сантиметров закладываем Ага, эту ну, подушечку или чтобы сколько? этой листвы не было видно. Мгм. Ну, примерно Чтобы вот так. То есть так вот, ага. все на глазок делаем. Мгм, всё на Ну, а глазок. затем землю. А земли примерно сантиметров 40, А да? с земли вот это вот все оседает, она давит туда земля. А нужно там ходить по ней, там утаптывать как-то? Ну, вот этот эту навоз? листву утаптываем. Утаптываем. Ну, по навозу мы уже не гуляем. И Ага, сверху по навозам не гуляем. И сверху мы закладываем землю. Землю нужно как-то там походить по ней, попрыгать, нет? землю Нет. да. Так, землю мы уложили. Затем вы примерно в какое время высадили свои растения? Рассаду, растения я, после 10-го я все высадила. В этом году было холодно же. Да, прохладно было. Весна была такая очень затяжная мгм. какая-то, да? И вот после Немножко 10-го я высадила, тыква, она же вообще растение такое медленно же растет. Да. Но они у меня почему-то вон прямо уже можно съесть некоторые. Уже некоторые. Да-да-да, Да. плоды очень хорошие получились. Но вы не пробовали, да? Нет, То я есть вот на днях... сортов у нас вот тыквы Сорт, продается очень скороспелый. много. Мгм. Главное, обратите внимание, что для нас, все-таки для северян, конечно же, то, что побыстрее как-то вырастет, скороспелка, да? Скороспелые я сорт. стараюсь покупать. Сколько примерно он должен зреть? Там примерно где-то Ну, там у него в этом на пакете, упаковочке. на упаковочке было написано, в августе можно съесть. Мгм. Но я То есть собираюсь. вы поджидаете. Как вы кормите эти растения? Ну, тыква, оказывается, часто его не надо поливать. Так.
Его надо поливать. Этот плод мы поливаем сколько раз? Ну вот 5 дней, 4 дня один раз, но очень обильно. Обильно это как? Это, одну лейку 10-литровую на один кустик я рассчитываю. 10 литров. И поливаете вы 2 раза в неделю, да? Ну, Или где-то 2 раза. укрываете чем-то? Ну, нутросилом укрывала весной, а сейчас не укрываю. То есть сейчас они такие крепенькие, Ага, они такие крепенькие. спортивного и особо вида. Да. Нет. А скажите, а на одной плете, это у вас, вы там На подрезали как-то? На Нет. одной плете сколько у нас тыквы? Ну, я собираюсь с августа месяца уже кушать, но на зиму на одной плите... 2 плода? Нет, одну тыкву, Один одну плод, тыкву ага. оставляют. говорят. Одну тыкву или 2 тыквы, а остальной хвостик нужно подрезать, да? Потому А что у вас хвостик нет места нужно ведь. не сразу подрезать, Так. как и в Ютубе умные люди говорят. Они говорят, нужно отсчитывать 5-6 листьев, потом отщипываем. Понятно. То есть именно вот последний плод, у нас 2 плода, ага. последний плод от него 5-6 листьев. и- Именно от последнего плода, не вот- от начала плети, а вот от последнего плода. да. И отрезаем. И еще там хвостик мы должны обработать пеплом, да? Ну, золой, чтобы не болел, чтобы как-то... Отрезать, это всё-таки операция же у отщипывать, нас. это надо вот сейчас летом, да, с утра. Мгм. Чтоб, Именно еще и солнышко Именно не с утра, было, да. чтобы на ночь не надо, ночью Лучше, да. с утра и вот Как-то легче перенесет днем, и растение. засохнет, засыхает. Быстренько засохнет раночка. Ну что, а вот они самоопыляемые или вам нужно самим как-то было опылять это все дело? Ну, или сами опыляли, утром встаем рано. И опыляете сами, да? Да, Ну, и- еще и и помогают кабачки тоже пчелы. утром. Не пчелы, а кто? Шмели у нас тут Шмели, летают, да? Это кабачки тоже по утрам опыляем Кабачки сами. опыляете Ну, сейчас сами. уже Ага. эти... А лишние вот растения от тыквы, ну, допустим, плеть растет, что-то нужно там вот прищипывать как-то, вот как на огурцах тепличных? Особо нет. Что-то лишнее там убирать, Вот листики? этот кончик только я убираю, и все, больше Именно ничего, пока кончик, ничего не точку роста, трогаю. да? Точку Ага. роста от плети вы тоже Да. ее... Обратите внимание, вот там, где плод формируется, а вот это пустоцвет, по-моему. Это пустоцвет. Пустоцвет, ну, наверное, его нужно выдрать, да, или как? Или пусть уж Ну, растет? пустоцвет должен быть. Должен что, быть? А для чего потому они что вот нужны? эти вот Я слышала пчелы, мнение многих. шмели, они же вот летают же. То есть они опыляют, то есть они берут опыляют, да. пыльцу из этих пустоцветов, и все-таки они опыляют Пустоцвет те, не надо все убирать. где у нас формируются плоды. Ну что ж, дорогие друзья, мы сегодня побывали на прекрасном огороде у нашей героини. Она любезно пригласила нас на свою дачу уютную, показала, рассказала о своих секретах. Друзья, берем на вооружение, а Людмилу Иннокентьевну мы благодарим от лица всех наших дачников-огородников, ну и от лица нашей программы. Большое огромное спасибо, что вы нас встретили и рассказали о своих секретах. Пожалуйста.